У Барановичах такі правовы прыём прайшоў сумесна з гарадскім і раённым аб'яднаннямі прафсаюзаў і пракуратурай на прадпрыемстве Барановичы хлебапрадукт. На прыём звярталіся жыхары Барановіцкага рэгіёна і непасрэдна работнікі прадпрыемства. Пытанні тычыліся магчымасцяў датэрміновага выкарыстання мацярынскага капітала, паляпшэння жыллёвых умоў, асаблівасцяў пенсійнага заканадаўства з улікам шкодных умоў працы. Сярод іншых было пытанне, ці можна не працягваць кантракт з работнікам, які часта бярэ бальнічны па догляду дзіцяці. Есть категории работников, с которыми наниматель обязан продлить. В соответствии с законодательством это работники предпенсионного возраста, это беременные женщины, это женщины, которые вышли после отпуска, по уходу за ребенком и приступили к работе до достижения детьми 5 лет. Акрамя асабістых пытанняў былі таксама прапановы па змяненні працоўнага заканадаўства. Меня как фельдшера волнует уже давно вопрос об изменении законодательства норматива по работе на высоте. Дело в том, что согласно нашим инструкциям по охране труда, высотой считается эта высота свыше 1,3 метра. И это и высота подоконника, и высота грузовой машины. И многие люди, часть людей оказывается профнепригодными к данной в этой работе. Поэтому было бы хорошо, чтобы были изменения в сторону увеличения этого норматива на законодательном уровне. Мы подобную информацию соберем еще в нескольких организациях, подготовим свои предложения в изменении законодательства, передадим в Минск и попросим, чтобы они уже на уровне республики попытались внести изменения, корректировки, конечно, если посчитают это целесообразным и необходимым. Усяго на прыём звярнулася каля дзясятка чалавек. Прафсаюзныя прававыя прыёмы плануецца праводзіць у рэгіёнах кожны 4-й чацвер месяца. Алена Ракудзіна, Мішук, Мікалай Руцкі, тэлерадыёкампанія «Брэст».